Я обращаюсь ко всем заинтересованным службам нашей республики и не нашей республики. В Грузии зарегистрирован Ингушский культурный центр. Это обыкновенная общественная организация. В этой организации нет никакой политики. Прежде чем зарегистрировать эту организацию, я дал слово представителям, заинтересованным в этих вопросах службам в Грузии, юстиции, там, с парламента были представители, короче. И я им дал слово, что мы не будем заниматься, эта организация не будет заниматься политикой. Мы не имеем права заниматься политикой. Нету интереса заниматься политикой на территории Грузии, в другом государстве. Нам есть о чем говорить, там есть многие вопросы, которые мы можем поднять вне политики, которая находится сегодня. Я это говорю для того, чтобы не спекулировали этим. Какой-то придумали здесь Джонстаунский какой-то фонд, короче. Я не знаю, что это за фонды. Слышал, как и все обычно. Не знаю, что это. Но если будут предлагать деньги, конечно, мы деньги возьмем, короче. Но при той политике, которую мы там будем проводить, при той тематике, которой мы будем заниматься, которая ограждена от политики, конечно, там нам никто деньги никакие предлагать не будет. Нас не финансирует ни грузинское правительство, никто не финансирует. Нас финансирует Его Величество ингушский народ. Чтобы не спекулировали этими вещами, я говорю, для всех заинтересованных служб республики там и выше, короче. Мы там будем развивать отношения между грузинами и ингушами. Нравится это кому-то или не нравится. Нам по барабану, кому-то может нравиться, может не нравиться. Это их проблемы. Почему-то Ингушский культурный центр, который зарегистрирован и действует уже несколько лет в Казахстане, в Алмате, он не мешает никому. В Алмате находится Байнакский культурный центр, он тоже никому не мешает. Почему-то грузинский зарегистрированный Ингушский культурный центр Тбилиси почему-то помешал кому-то. Ну что это ваши проблемы? Я это говорю для того, чтобы просто вы взяли на вооружение, что нету там никакой политики, нету там никакой враждебности. А насчет того, что вопросы возникали, когда переходили границу, да, таможню, когда проходили, там беседовали со мной некоторые и говорили насчет предательства. Я им тогда сказал, что 99,99% работников, сегодняшних работников ФСБ, они станут раньше предателями своей родины, чем я и мои друзья. Поэтому к нам это не относится, не примеряйте к нам эту шапку, короче, это хомут, я не ему предатель. Я это говорю для того, чтобы поняли нас. У нас нету никаких, мы не против России, мы не против кого. Мы занимаемся тем, чем мы занимаемся. Нас касается то, что касается нашего народа, нашей республики. Если это противоречит интересам нашего народа, нашей республики, пускай это 1000 раз будет соответствовать генеральной линии президента, правительства и некоторых других служб России, нам плевать на это. Если это противоречит интересам нашего народа и нашей республики, естественно, мы будем против этого и будем отстаивать, защищать права своего народа, своей республики. Это так, до справки.